76 его выпускников стали героями Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне при выполнении интернационального долга в Афганистане. 21 присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе локальных войн и конфликтов на Северном Кавказе, в Сирии, в ходе спецоперации на Украине. Училищу в феврале этого года исполнилось 103 года. За это время подготовлены более 25 тысяч офицеров-танкистов, свыше 250 стали генералами. К примеру, нынешний начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны страны, герой Российской Федерации Валерий Герасимов тоже окончил сначала Казанское Суворовское, а затем Казанское танковое училище. На этой неделе состоялся 89-й выпуск офицеров-танкистов. В церемонии принял участие президент республики Рустам Минниханов. Репортаж Зуфара Давлетшина. При исполнении песни громко, чтобы стены Кремля дрожали от наших голосов. Стены Кремля дрожали от командных голосов и, возможно, песен военных в конце 19-го, начале 20 веков. В этом здании в 1866 году расположилось юнкерское училище, которое потом стало Казанским военным училищем, мусульманскими командными курсами и, наконец, Казанским танковым училищем. Последняя вечерняя поверка впервые за столетие на территории Кремля. За 4 года обучения таких построений на привычном плацу училища было много сотен. Каждый вечер поименная проверка личного состава, объявление приказов и планов на следующий день. Сухов! Бабакиши! Айштын! Такой воинский ритуал в четверг был завершающим для курсантов Казанского танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Здесь еще и форма повседневная и погоны, к которым привыкли за годы обучения. Сегодня очень знаковое событие, что мы проводим вот это мероприятие перед стенами нашего исторического здания, которое пропитано, овеяно духом истории, духом славы нашего русского оружия. Семья Демидовых из соседнего Башкортостана приехали на выпускной к сыну, мужу, зятю. После окончания кадетского и шимбайского кадетского корпуса поступил, 4 года назад. И успешно все 4 года проучился, занимался спортом, регби. Он раньше маленький был, сколько лет ему, лет 6, в поезде ехал, он форму увидел, тоже кадеты. Одел, такой, фотографии сохранились, смотрим, смеемся. И вот добился, говорю, хотел же форму одеть, одел. Чувства на самом деле очень волнительные. Такое трепетное событие вызывает бурю эмоций, доводит до дрожи. Понимаешь, какую ответственность несет он, какую ответственность начинаю нести я, потому что жена в любом случае это тоже лицо офицера, что нельзя будет не подвести ни в какую ситуацию. Ночь накануне рождения офицеров была в увольнении. Прощание с привычной формой и погонами, воспоминания о проведенных в училище годах. Здесь учили не только управлять танком на поле боя. Для начала тактические учения на макете боевого поля. Затем тренажеры, имитирующие танк. Противник ведет огонь прямой наводкой. Решил преодолеть траншею мотострелков. Будущий офицер должен уметь и управлять танком, и снаряды подавать, и орудия наводить, и заправить машину в боевых условиях. В буквальном смысле в огне не гореть и в воде не тонуть. Для этого в училище создаются условия, что называется приближенные к боевым. Это еще и психологическая подготовка. И только после теории и тренажеров боевая машина. Учения, стрельбы, демонстрации того, что танки не только грязи не боятся, а еще и под водой могут пройти. Такая сложилась в российской армии традиция – побеждать. Утром в пятницу они уже проснулись не курсантами, лейтенантами. Первые в жизни золотые звезды на новых погонах, первое офицерское звание, первые документы о высшем военном образовании. Товарищ президент Республики Татарстан, лейтенант Хасаншин, для вручения диплома с отличием прибыл.
Служу России. Осознавая себя наследниками народа-победителя, мы несем свою долю ответственности за судьбу Отечества. Важно, что наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки, почему смогли выстоять и победить, откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир. Дальше думать придется не только о себе, а еще и за подчиненных, за тех и о тех, с кем окажутся в одном танке, за чью жизнь возьмут ответственность. Это тоже вековая традиция. Есть для каждого командира две взаимоисключающие задачи. Выполнить поставленную задачу и при этом не потерять личный состав. Вам желаю быть крутыми и побеждать, и только побеждать. Удачи вам и только вперед. Русский солдат храбр, стоек и терпелив, потому непобедим. Любите русского солдата. Берегите его. Самое главное, берегите себя, берегите своих подчиненных. Помните о том, какое прославленное училище вы окончили. Призываю вас действовать аккуратно и вдумчиво. Офицерские погоны возлагают на вас большую ответственность за жизнь ваших подчиненных. Берегите своих солдат. Пока танцует первый офицерский вальс, на столе уже ждут бокалы. И это давняя традиция. И, конечно же, подбросить монеты, проходя мимо отцов-командиров в парадном строю. Когда появилась и что значит эта традиция, уже и не вспомнить, но из поколения в поколение она передается. Так же, как и менее заметная, но не менее чтимая. Когда еще остающиеся здесь курсанты вынимают деньги из-под погон уже офицеров. Как бы глубоко не была запрятана купюра, ее надо достать. И учатся традициям и будущие курсанты, и матери сегодняшних мальчиков хотят видеть в них мужчин. Я хочу поступить в летное училище. Это моя мечта. Я считаю, что это здесь настоящие мужчины. И семья Демидовых из Башкортостана встретила утром вчерашнего курсанта уже с лейтенантскими погонами. Чувство переполняет, восторг, потому что не зря мы к этому шли, 4 года прошли. Было и тяжело, и где-то легко. На протяжении 4 лет я к этому шел, и вот за один день понять то, что я стал офицером, пока еще нет. Думаю, ближе к вечеру я уже это осознаю и буду радоваться еще вдвойне больше. Если не секрет, куда дальше? Дальше и продолжаю службу в Улан-Удэ. Да, конечно. Без него я теперь никуда. Счастья вам, юнкера. Зуфар Давлетшин, Андрей Мохов. 7 дней.